только середина андеркарда, извиняюсь, но уже... Есть небольшое преимущество в росте у Шукурулло Машробова. 170 сантиметров и 164 против Булата Заманбекова. Ну, чуть более опытный по сравнению с Булатом Заманбековым. Выступал он и в российских лигах. Поэтому очень хороший соперник для зайсанского хищника. Или все-таки кошмара? Нужно устроить голосование, мне кажется, в социальных сетях. Зайсанский хищник или зайсанский кошмар. Мне кажется, кошмар, потому что он выходит и усыпляет своих соперников. Кошмарит, да? Да, и они не сидят за кошмары. Найза 36 турнирінің ең жеңіл салмақ дәрежесіндегі 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қос жауынгермен таныстырарымыз сәлемдестер. Ал әмен көкбұрыштағы жауынгерлік кәсіпқой рекорды 4 жеңіс, 2 жеңіс, оның бойы 170 сантиметр, салмағы 56 дәрежеде жүз. Андиша қаласы Өзбекстан, Қырғызстан, Шукурулло Машрапов. Оның бойы 164 сантиметр, салмағы 56 дәрежеде жүз. Зайсан, Қазақстан, Қырғызстан, Булат Заманбеков! Рефери Алтынбек Аскербаева. Все готово к началу этого поединка. Последние установки перед этим противостоянием от Ахтылеу Аскербайулла. Третий человек в октагоне. И четвертый поединок андеркарда. В красном углу Заманбеков и в синем углу Машрабов, точнее. С низкой стойки оба начинают. И довольно-таки подвижно. Джеб, лоу-кик уже в исполнении Шукурулло. Собран очень. Заманбеков выжидает момент. Какая ударка сейчас. Да, мельницей просто набросился на Булата. Но пока очень хладнокровен боец из Казахстана. Видит все атаки соперника. Ну и, скорее всего, ждет момента для тейкдауна. Учитывая его предыдущие поединки, стиль, мы понимаем, что будет делать в этом бою Булат Заманбеков. Но, смотри, не торопится! Попадает с правой тут же. Ой, что за сейчас переводит. Классика, да, была? Такой оверхенд и сразу же проходом в корпус. Прям вот как по книжке сейчас все сделал Заманбеков. Ну и контроль в партере. Треугольником сейчас в хавгарде пытался контролировать. Не смог. Близок к фулл-маунту сейчас. Да, не смог сейчас взять фулл-маунт полный. Булат. Пока такая позиционная борьба. Ну, даже эта позиция, она, в принципе, удобна для добивания. Возможно, стоит чуть-чуть оттянуть от октагона. Пытается отключить руку ногой. Позиции хавгарда сейчас находятся, но не замыкает. Да, и теперь полный гард замыкает Шукурулло. Машрабов. И пошел за рукой. Опасный момент. Очень хорошо. Было такое опасение, что садится на спину. Отдает спину. Заманбеков растягивает своего все оппонента. Делает правильно Булат. Растянул, положил на живот. Заправить одну руку под шею своего оппонента. Но обрати внимание, очень мало суеты в действиях Булата. Да, это выгодная позиция, суетиться абсолютно некуда. Можно и добиванием выиграть, можно и удушающим приемом. Самое главное, не потерять эту выгодную позицию. Да, главное сейчас не сделать ошибку. Замкнул все-таки. Просунул руку. Опасно сейчас для Машрабова. И Булат Заманбеков поддерживает досрочную победу. Засыпает Шукурулло.
Третья победа с сабмишеном в партере в первом раунде от Зайсанского. Решайте кошмара. Решайте дальше сами. Или кошмарного хищника. Да, один из самых быстрых поединков этого вечера. Одна ошибка. Сделал все максимально правильно. Через нанес оверхенд, перевел бой в партер, занял выгодную позицию, поддержал немного своего оппонента в партере, занял позицию хаутгарда, забрал спину, не стал суетиться, побил немного руками, затем заправил руку и остальное уже вы знаете. Что самое важное, он в этом поединке как бы повысил оппозицию, если сравнивать с теми двумя предыдущими соперниками. Машрабов однозначно выше уровнем, но как это выглядело легко, если это учитывать, то я думаю, нужно еще на одну степень поднять уровень оппозиции этому парню. Нельзя застаивать. Не должен такой материал застаиваться, да, Арман? Да, максимально хладнокровен. Булат Запанбеков в обычной жизни самый скромный человек, которого я знаю. А как все начиналось? Оверхенд, проход ноги, ну это же просто уже самая известная, наверное, классика для борцов, как разорвать дистанцию. Закрывает год Булат Запанбеков двумя досрочными победами. To'xtador Aziz Jengizga yetgan Bulat